Теперь приобрести собственное жилье по государственной ипотечной системе смогут и внебюджетники. Однако условия для последних будут другими. Если бюджетники получают льготный кредит под 8-10% годовых, то работники частных предприятий смогут его взять по 14-15%. И самое главное, получение жилья в Бишкеке и Оше не предусмотрено. Приобрести дом можно будет только в других регионах Кыргызстана. Возможное начало приема заявок от внебюджетников – конец февраля текущего года. Каждый инвестор ставит свои условия перед тем, как дает деньги. Так вот, Германский банк развития поставил условие, что свои средства готов выделить только для регионов нашей республики. В Бишкеке и Оше за их средства не будет построено ни одного объекта, а потому заявки от внебюджетников Бишкека и Оше на первых порах мы принимать не сможем. Им нужно будет подождать, пока мы не привлечем других инвесторов. Во-вторых, таким образом мы даем возможность и жителям регионов получить возможность приобретения жилья на первичном рынке. Напомню, ранее работникам небюджетных организаций возможность получения жилья в ипотеку по таким же условиям, как и у бюджетников под 8% годовых, обещал президент Сооронбай Жээнбеков. В государственной ипотечной компании уточнили, что это будет реально только к 2020-2022 году. И то, если удастся привлечь необходимые ресурсы. Мы недавно разработали критерии получения ипотеки для желающих внебюджетников из регионов. Возраст от 21 года, и на данный момент последней выплаты ему не должно быть выше 65 лет. Ни у кого из членов семьи, мужа, жены или несовершеннолетних детей не должно быть своего дома. Заработок должен быть средним или ниже среднего показателя. По положениям финансирование будет возможным только по месту проживания и осуществления трудовой деятельности. Сегодня одна из важнейших задач государственной ипотечной компании – это привлечение денежных средств для расширения ее деятельности. В этих целях ведется работа по внедрению института судосберегательных касс и выпуску ипотечных ценных бумаг. В ближайшее время планирует выпуск, эмиссию своих ипотечных ценных бумаг, закрытую эмиссию, который мы будем размещать конкретному инвестору, о котором мы уже приблизительно договорились о ценах, процедурах и так далее. И средства, которые поступят от размещения этих ипотечных ценных бумаг, будут направлены, планируется, что они будут направлены на финансирование наших заемщиков из небюджетной сферы. Также стало известно, что строятся 2 дома эконом-класса для бюджетников. До конца 2018-го планируется завершить строительство 60-квартирного жилого дома в Нарыне и запустить механизм аренды с последующим выкупом. Такой же 135-квартирный дом строят и в Бишкеке, в микрорайоне Тунгуч. Сдать его в эксплуатацию должны в начале 2019-го. Как только решится вопрос финансирования жилья эконом-класса в других регионах, начнут строительство и там. В общем, с момента выдачи кредитов, а это март 2016 года, государственная ипотечная компания выдала чуть больше 2500 ипотечных кредитов на общую сумму в 2,5 миллиарда сомов. Джазгуля Гембердиева, Канат Джолучиев, РТВ Медиа.